Еще мгновение, и в зале погаснет свет, разольются в воздухе щемящие душу переливы осетинской гармоники, и сцена словно превратится в волшебное озеро, по которому поплывут царицы-лебеди. Это действо невозможно описать одним лишь словом «танец». Здесь, за стройными женскими фигурами, утонченностью и строгостью, сдержанными и нежными улыбками, красивой осанкой, величественным взором и волшебными движениями рук, похожих на крылья птиц, скрывается нечто большее. Эту загадку долгие годы пытаются разгадать во всем мире, и никто не может дать ответа. Так что это за чудо? Это тайна по имени осетинский танец. Мое поколение ребят и сегодняшние танцовщики, мы разные, конечно, они во многом сильнее нас. Они очень сильные, они хотят работать, они горят работой, им нравится это. Вообще в ансамбль не попадешь, не пойдешь работать, если тебе не нравится твоя профессия. Там просто тебе делать нечего. Тебе будет скучно, грустно, и ты в конце концов оттуда уволишься. В ансамбль попадают только те, у кого в душе танец. Потому что нагрузки все-таки колоссальные, требования очень высокие, работать надо не в полноги, а не каждому это дано, к сожалению, а может, к счастью. Танец-поэма, в ней каждое движение слова, но слова такой поэмы доступны не всем. Ни один вид искусства не вызывает столько трепета в душе человека, как танец. Осетинские танцы славятся своей грациозностью и красотой. Их история уходит вглубь веков. За танцем можно разглядеть душу нашего народа, его привычки, обычаи, стремления. С помощью танца люди всегда выражают эмоции. Мне кажется, самое главное – это любить танец. Это профессия. И там должны работать только люди, преданные этой профессии. Трудолюбие обязательно. Ну и потом, если человек не стремится, если ему хорошо танцевать в массе всю жизнь, то это тоже не совсем правильно. Надо всегда стремиться к чему-то, идти куда-то, не стоять на месте, развиваться. Народная артистка Республики Северная Осетия Алания Зарина Ватаева, заведующая художественно-постановочной частью Государственного академического ансамбля «Алан», гостья программы «Истории жизни». Красивая девушка, смотревшая с плакатов ансамбля по всему миру, долгие годы являвшаяся символом ансамбля, его лицом, ведущей солисткой, попала в профессию случайно. Папа не хотел, чтобы я была в искусстве. Вообще нигде, ни в театре, ни в кино, об ансамбле вообще речи никакой не было никогда. Волею судьбы мне посчастливилось понравиться Елене Владимировне Савченко. Она была педагогом по мастерству актера на курсе у Бондарчука Сергея Васильевича. Я ей понравилась, и она сказала: приедешь домой, скажешь папе, она папу знала, скажешь папе, надо басню, стихотворение и прозу. Выучишь, расскажешь. Мастеру все, больше ничего не надо, ты на 3-м курсе. Я приехала домой на крыльях, папа, меня берут в ВГИК, это же какое счастье. На что реакция Бимболата Заурбековича была очень спокойная, скептическая даже, можно сказать. Нет, нельзя мне во ВГИК, я не вышла, формат не тот. Потом на 3-й курс Щукинского училища тоже счастье было такое. Я понравилась Пашковой. Она говорила: Бибо, отдай девочку. Но Бибо сказал: нет, девочка должна учиться в Самарканде, в институте мясной промышленности. Вот я думаю, очень хорошо, что я не поехала в Самарканд, потому что мясная королева из меня бы не получилась. Вот, но уже идея быть на сцене мне захотелось как-то доказать папе, что я на что-то способна. Больше я не знала, куда мне приложить мои усилия творческие, кроме как в ансамбль «Алан». Я хорошо помню, как она зашла вот в этот зал. Это было давно, действительно. Молодая девочка, пригласили ее.
Она даже не смогла зайти, так стеснялась, и она остановилась около дверей. Все вот так просто были удивлены. Высокий подъем, все, осанка. Я пришла в ансамбль, абсолютно не умея танцевать. Я не понимала разницу между хонго и синдом. Вообще, конечно, Альбина Владимировна очень сильно рискнула, что взяла меня. И не знаю, как она пошла на такой риск, тем более, что они с папой дружили. И обязательно у них был бы конфликт на этой почве, но она рискнула, она меня взяла. Ей просто как-то понравилось, как я делаю поклон. Все. Вот с этого поклона все и началось. Где-то через 1,5 года она уже начала солировать в плавном танце. Это наравне Галина Касаева, Альбина Баева, вот подсказывали. И полюбили сразу ее. Она быстро стала как душа коллектива, вот я могу вот так сказать. И она стала ведущей солистки ансамбля. Я пришла в ансамбль, как я уже говорила, совершенно не умея танцевать, не зная ничего, но у меня были замечательные учителя, девочки, на кого можно было смотреть, по ком можно равняться. Наши вообще непревзойденная Галина Касаева, мягкая, добрая, мудрая Бела Геоева, чьи вот такие тонкие замечания всегда вводили в нужное русло. Валя Засеева, она необыкновенно обаятельная женщина была. Очень жаль, что многих из них уже нет. Надя Булынкина, которая мне первая грамотно сказала, что сидя и смотря на танцующих, ты никогда не научишься танцевать. Надо работать. Вот это я запомнила тоже хорошо. Я благодарна им всем. Может, я кого-то забыла, я о ком-то не сказала, я прошу прощения. И еще что я бы хотела сказать, что главное, в ансамбле «Алан» очень сильные традиции. Вот говорят же, дедовщина – это плохо. Я считаю, что дедовщина – это очень хорошо. Когда младший знает свое место младшего, а старший умеет вовремя этого младшего грамотно поправить и направить, это дорогого стоит. В те годы билет на концерт знаменитого коллектива был заветной мечтой для любого жителя Осетии. Алан принимали с восторгом и по всему миру, его ждали. Он был и остается олицетворением национальной души и характера. А потому право выступать на сцене в составе легендарного ансамбля артистам заслужить было нелегко. Работать в Алане было престижно всегда. В советское время коллективы, регулярно выезжающие с гастролями в зарубежные страны, можно было пересчитать по пальцам. А потому свой шанс на мир посмотреть и себя показать каждый старался не упустить. Это были времена необычайные, это был взлет ансамбля. Витринные огромные стекла. При входе в театр зритель их высаживал, понимаете, чтобы попасть на концерт. Вот эти вот толстые витринные стекла. Я очень хочу, чтобы сейчас тоже такое было. Мне очень хочется, чтобы зритель ломился в зал. Видимо, это происходило, что было очень много личностей в ансамбле. Это была плеяда звезд просто. Понимаете, они были красивые не только на сцене, но и в жизни. Я помню, гастроли были в Болгарии. Был огромный какой-то зал, очень большой. И были коллективы почти со всего мира. Всех зрители принимали очень тепло, восторженно, всем хлопали. Потом вышли мы. Музыка синда, только вступление прозвучало, весь зал встал. Понимаете? Они стояли весь танец и хлопали весь танец. Вот я хочу такое еще раз увидеть. Больше всего запомнились педагоги, их чуткое отношение и требовательность, а также сплоченность коллектива. В те прекрасные годы перед глазами солисток ансамбля был живой пример – сама Альбина Баева. Был Каспулат Касаев, посвятивший Алану более 35 лет жизни и воспитавший не одно поколение артистов. У Каспулата Григорьевича был дар – ставить на сцене шедевры и открывать миру таланты.
Алан тех лет – это его авторская работа. Он поставил уникальные номера, большинство из которых долго были в репертуаре коллектива, были золотым фондом ансамбля. Творческий коллектив – организация непростая. Мудрым руководителям удавалось гасить любые эмоциональные пожары. Я, наверное, не понимала тогда, что для танцовщика, хорошего танцовщика, обязательно трудолюбие – это на первом месте должно быть. Работоспособность. Себя оставлять в зале. Ни на йоту не жалеть никакую часть своего тела. Да, каждая репетиция, она вытягивает из тебя силы, вытягивает душу. Но если этого не делать, то ничего не получится. Я хочу сказать о том, что часто наш худрук, нынешний Зелимхан Петрович Козаев, это говорит, что труд танцовщика приравнивается к труду шахтера. Мы уходим на пенсию через 20 лет. 20 лет ты отработал, и надо уходить, потому что сцена любит красоту, молодость и сильные ноги, и красивые руки, и красивое лицо. И поэтому, как бы ни было тяжело, а это очень тяжело уходить надо. Самое важное для меня всегда было, что она была и до сих пор пропитана школой ансамбля «Алан». Это то, что всю жизнь вкладывали старшее поколение, те имена, которые делали имя ансамблю «Алан». Это Альбина Баева, это Алик Хасиев. По сути, она росла и воспитывалась вот при них. И это же, конечно, сказалось на ее творчестве, на ее пребывании в этот период в роли артистки, солистки ансамбля «Алан». Если говорить о каких-то проектах, то этот проект назывался «Государственный ансамбль «Алан». Имел честь и большое счастье работать в этом коллективе в качестве художественного руководителя и директора. Там я познакомился, знал ее творчестве, но очень близко познакомился с Зариной Ватаевой. Человек широчайшей души, очень любящий свою профессию. Человек, олицетворяющий собой вообще целую эпоху танцевального искусства в Северной Осетии. Зарина очень выразительная, она может в пластике передать, мне кажется, абсолютно все чувства. Она очень яркая, самобытная, очень фактурная, безмерно талантливая. Она хороший педагог, она хороший старший для своих подопечных. Я видел, с какой любовью она относится к подрастающему поколению, какие нужные и важные подсказки она им делает. И вот такую я знаю Зарину Ватаеву. Человек, который не безучастен, хотя она уже долгое время не работает как артистка, но она всегда рядом, она всегда может подсказать, может направить, объяснить молодому артисту, в каком направлении ему надо двигаться. Я думаю, что вот эти гены от родителей, которые были на самом деле глыбами в осетинском искусстве, они передались ей, и она этим делится на самом деле с молодым поколением ансамбля. Она в какой-то степени была причастна, я помню, в одно время к созданию детской театральной студии, которую она создала и в честь, я думаю, в память о своем отце. И там тоже были очень интересные ребята у нее, воспитанники. Многие из них до сих пор, по-моему, связали свою жизнь с искусством. И, конечно же, она была этим проводником между этими ребятами и
вообще искусством в целом. Это был 94-й год, и Зарина Ватаева решила поехать на гастроли с конным театром «Нарты» в Аргентину. Ну, многие помнят, наверное, эту эпопею театра «Нарты» аргентинскую. Мы остались там на 8 месяцев, потому что импресарио, который нас забрал на гастроли, он просто исчез. Нам не платили деньги, у нас не было никакой зарплаты. Мы, по-моему, дали 3 или 4 представления, и на этом все закончилось. И не могли вернуться обратно, потому что каждый день простоя в порту стоил огромные деньги. А мы жили на корабле. Даже это не корабль был, это была какая-то посудина типа теплохода. Как мы не утонули, профессор Рыболтовский назывался, как мы не утонули на нем, я не знаю, он был ржавый. На самом деле. И во время штормов, штормы были сильные очень, 9-бальные, выбивала заднюю дверь кормовую, вот такой толщины дверь, ее выбивала волной, затапливала пол этого теплохода. Как мы выжили. Я очень благодарна ребятам, которые были со мной там, которые были рядом, которые не бросали, не кидали, а наоборот помогали. Лошадей у нас отобрали, их перевезли еще дальше, закрыли. Я хочу сказать, что Виктор Засеев, он погиб вместе с Бодровым в Колке, пешком. Трап подняли у корабля, мы не могли спускаться на землю, закрыли нас. Вообще все прыгали вниз. Но вот Виктор спрыгнул с корабля, он пошел пешком туда за своим конем, за Ироном, и через весь Буэнос-Айрес привел его в порт. И там за вот этой стеной, откуда мы звонили, где был этот провод, звонить в Россию, там была какая-то поляна с травой чистая, там ничего, не деревьев, просто трава. Виктор его там пас, своего Ирона. Но потом лошадей тоже отдали нам каким-то образом, я уже не помню, как мы их забрали, лошадей, и привезли на корабль, подняли. Знаете, мы же за 8 месяцев мы научились говорить по-кастижански, мы более-менее общались с местными жителями. И докеры, которые в порту там, значит, работали, они нас научили. Там огромная стена была каменная, и они сказали, вот там вот вырыйте в одном месте, вырыйте дырочку, и там будет шнур телефонный. И вы можете выносить ночью со своего корабля телефон и звонить в Россию. Вы думаете, мы это не сделали? Мы вырыли дырочку, и ночами, когда уже все спали, мы выносили телефон корабельный, присоединяли к этому шнуру и звонили в Осетию. За это тоже, наверное, большие счета потом пришли на наш корабль. Я думаю, да, пришли. Я звонила папе и плакала и говорила, папа, забери нас отсюда, увези нас отсюда. Но увез нас Ахшарбек Хаджимурзаевич. Он заплатил наши долги. Мы вышли из Буэнос-Айреса, дошли до Питера. Оттуда за нами прислали самолет, полный еды и напитков всяческих. И когда мы прилетели уже в Орджоникидзе, во Владикавказ, вышли с трапа самолета, и многие из нас целовали землю. Правда, падали на колени и просто целовали землю. От счастья, что мы вернулись, что мы дома. Долгое время, и, по-моему, по сей день она является ведущей концертной программы ансамбля. Это у нее тоже очень хорошо получается, поставленная речь, она вкладывает в объявку номеров какой-то свой колорит, потому что она их танцевала, она знает изнутри каждый танец, который исполняется ансамблем на концертах, и подача, она очень важна, и она это делает очень талантливо, красиво и сразу увлекает зрителя перед началом номера уже в то действо, которое люди должны посмотреть.
Я ей предложил, чтобы она занималась индивидуально с каждым солистом, с каждой солисткой, чтобы прогоняла девочек, чтобы показывала актерское мастерство. Это есть у нее, это заложено, я еще раз говорю, от природы, наверное, у нее в семье Ватаева, где она родилась, дочка все-таки, Ибо Ватаева. Сегодняшний день, если взять, то она стала любимцем у нашего коллектива, она стала душа, можно вот так назвать, коллектива. Это ее дом, второй дом, ансамбль «Алан», где она столько лет проработала и сейчас успешно работает. Здоровье, счастье, радость, много улыбок постоянно, как она улыбается. И дай Бог, чтобы много-много лет еще радовала она нас со своей работой и своими ученицами. Ну, на мой взгляд, национальный танец сегодня – это архаичное повествование сегодняшней действительности. Это очень хороший, на мой взгляд, музейный экспонат, который коллективы сумели сохранить и пронести сквозь десятилетия. Наверное, рост хореографии должен начаться с музыкального материала. Если появится очень хороший музыкальный материал с современной структурой, которая очень приятна для уха наших современников, то это одна из составляющих. Должна быть смелость у балетмейстеров, у хореографов, которые сегодня занимаются национальной хореографией. Они должны уверенно экспериментировать, и рано или поздно это даст какие-то там свои плоды. Артист балета или артист ансамбля народного танца должен обладать, помимо таланта, очень хорошим здоровьем. Я хочу им пожелать трудолюбия и хочу им пожелать жажду большую к знаниям. Только вот эти составляющие могут привести, помимо, конечно же, таланта, к большому успеху практически каждого артиста, потому что мы знаем, что трудолюбие всегда победит талант. А если еще с трудолюбием есть талант, то это, безусловно, будет успех. Ансамбль «Алан» для меня вообще – это моя жизнь. Это, наверное, главное. А юбилей, грандиозная дата, 85 лет. И причем триумфальных лет. Это не просто годы были, которые текли как река. Нет, это каждый год приносил какой-то успех. Поэтому и не только для меня, для каждого из ныне работающих в коллективе и для тех, кто уже не работает, это, конечно, дата, которую мы все ждем. Мы надеемся, что проведем этот юбилей достойно, покажем себя, посмотрим на других. И надеюсь, что наш зритель с удовольствием вместе с нами отметит эту дату. В 2023 году государственный ансамбль «Алан» отметит 85-летний юбилей. Новые постановки, костюмы, отремонтированный зал. И самое главное – новое поколение артистов. Коллектив с нетерпением ждут сольными концертами и на родине, и в Кремлевском дворце в столице. У «Алана» особая миссия. Он строит живой мост от сердца к сердцу, продолжая рассказывать миру об Осетии и ее людях. Коллектив смог не просто сохранить драгоценное культурное наследие, но и приумножить его. Своим удивительным искусством артисты топят любой лед недоверия и вражды. Какие бы ни были времена, артисты ансамбля несут свою вахту. Они служат Осетии и России, как бы громко это ни звучало. А потому ансамбль по праву заслужил неистовые аплодисменты публики. «Алан» – наше национальное достояние.